казахском языке, если вы чего-то хотите, или я хочу, или мы хотим, это очень сложная форма. Называется желательное наклонение, от слова «желать». Поэтому сейчас вы должны немножко напрячься и очень внимательно послушать тему, послушать этот урок. Лично для меня тема очень сложная, но я постараюсь объяснить, донести до вас простым языком и доступным. Приступаем. Как вы заметили, каждая последующая тема опирается на те знания, с которыми мы уже знакомы. Поэтому давайте сейчас повторим то, что нам будет необходимо при изучении желательного наклонения. Прошедшее время глагола, урок 44. Образуется по формуле основа глагола плюс суффиксы ды, дэ, ты, тэ и плюс личные притяжательные окончания м, н, м первое лицо, н второе. И по закону сингармонизма ты, тэ после глухих, в остальных случаях ды, дэ. Условное наклонение, урок 45. Образуется по формуле основа глагола плюс са, се суффиксы и плюс личные притяжательные окончания м, н. То же самое первое и второе лицо. И также по закону сингармонизма са в словах с твердыми гласными, се с мягкими. Еще вспомни, что условное наклонение глагола. Если глаголу в условном наклонении добавить суффиксы ши, ше, то может поменяться смысл. В первом лице я, мен, это будет сожаление. Во втором лице ты, сен, это будет просьба. А теперь давайте составим предложение. Сен муражайга кельсен менде келемен. Попробуйте перевести самостоятельно. Если ты придешь в музей, и я приду. Что здесь сложного? Только мы вспоминали кельсен, условное наклонение, и мен, де, то есть и я. Частица де – это в данном предложении соединительный союз. Мен муражайга кельдем, ал сен театрга келепсен. Попробуйте это предложение перевести. Я пришел в музей, а ты, оказывается, приходил в театр. Хорошо. Теперь давайте выучим два новых слова. Устал – держать и демалу – отдыхать. В русском языке уста – это рот. Держать уста закрытыми, то есть рот на замок. Держать уста. Устал – держать. Можно и отдохнуть, когда дел мало осталось. Выделено отдохнуть, выделено де в слове дел и мал в слове мало. В словаре у нас демалу – отдыхать. То есть дел мало у нас, давайте отдыхать. Итак, повторяем. Устал – держать и демалу – отдыхать. Теперь давайте повторим притяжательное окончание. Это урок 41. Мое, менен переводится. И окончания будут м, м. Твой, синен, окончания будут н, н. Детально я останавливаться не буду. Я специально вам даю, в скобочках пишу, какой урок. Если кто-то подзабыл, и ему мало вот сегодняшнего повторения, такого беглого, то вы можете вернуться в 41 урок, там, в 39 урок, в какой-то еще урок, который написан в скобочках,
И более внимательно посмотреть, более подробно. Вспоминаем подсказку 18. Если слово заканчивается на глухие буквы Х, К, П, а к ним добавляются окончания, которые начинаются с гласной, то глухие К, Х, П будут плавно меняться на звонкие Г, Г, Б. Регрессивная ассимиляция. Мы это вспомнили. Давайте еще посоставляем предложение, чтобы повторить и закрепить весь материал. Мен Алруханага Атама Бардым. Переведите. Я ходил к своему деду в больницу. Ата – дедушка, атам – мой дедушка. И в дательно-направительном падеже будет просто первое лицо, как и второе окончание АЕ. То есть атама к моему деду, атана к твоему деду. И бардым – прошедшее время. То, что мы сегодня повторяли. Сен Ценлене Бельдемщенде Берсен Мен Саган Жана Шулак Шалбарды Бермекпен. Как у вас получается перевод? Если ты дашь своей младшей сестре свою юбку, я намерена дать тебе новые шорты. Давайте разбираться. Во-первых, ценле, то есть это будет это младшая сестра по отношению к женщине, к девочкам. Значит, сенле – это младшая сестра, сенлен – это твоя младшая сестра. И кому будет окончание ае, то, что мы разбирали с атама, атана. Дальше. Бельдемще – юбка. Бельдемщен – твоя юбка. Берсен – если ты дашь. Так, шолак шалбар – это шорты. Мы можем говорить кыска шалбар, мы можем говорить шолак шалбар. И в первом и втором случае это будут шорты, то есть короткие брюки. И бермекпен – это будущее время намерения. Теперь давайте повторим это будущее время намерения, урок 38. К основе глагола мы добавляем суффиксы бак, бек, пак, пек, мак, мек и личное окончание. Второе лицо это будет сын, сын, никогда не меняется, а вот у первого лица, помним, есть мын, мен, бын, бен, пын, пен. Но поскольку все эти суффиксы бак, бек, пак, пек, мак, мек заканчиваются на глухую х или к, то окончание будет пын, пен. И запоминаем, что мак, мек после гласных, после р, л и краткое, то есть рой летит. И вспомните, они очень похожи на вопросительные частицы ма, ме, ба, бе, па, пе. Соответственно, те же самые правила присоединения этих суффиксов. Подсказка 20. В казахском языке существует определенный порядок добавления суффиксов и окончаний к существительным. Договоримся промежуточные окончания называть аффиксами. Формула или порядок добавления этих аффиксов. Корень плюс аффикс множественного числа, плюс аффикс притяжательности, плюс падежный аффикс и личное окончание. Помните, корень плюс мы определяем сколько, далее мы определяем чье, далее у нас идет что с этим делается, то есть падежный аффикс, и плюс личное окончание. Теперь составим предложение. Мен саяжаимда демалмакпен. Правильно. Я намерен отдохнуть на своей даче. Демалу Л основа.
вернее, основа димал заканчивается на букву Л, основа. Поэтому будет рой летит, мак. Сен колымды устадын. Ты держал мою руку. Кол рука, колым моя рука. Но устадын ты держал. Сен хатымды устасам, мен сенен хатымды алмакпын. Если ты держишь свое письмо, я намерен взять у тебя мое письмо. Теперь давайте поиграем с новыми словами. Поставим их во все формы, грамматические формы глагола, которые мы знаем. Итак, я подержу. Это у нас переходное время глагола. Как будет? Мен устаймен. Основа уста заканчивается на гласную, значит мы добавляем и краткую. Помните, там суффиксы а, е и краткая. Мен устаймен. Ты, возможно, подержишь. Это у нас будущее предположительное время. Сен устарсен. Там у нас суффиксы ар, ер, р. Но поскольку заканчивается на гласную, то мы добавляем просто суффикс р. Сен устарсен. Я намерена подержать. Будущее время намерения. Мен устамакпен. Это мы разбирали, здесь несложно. Дальше слово дималу. Отдыхать. Ты отдохнешь. Тоже переходное время глагола. Сен дималасен. Основа димал. Твердая и согласна. Значит, добавляем суффикс а. Сен дималасен. Я, может быть, отдохну. Мен дималармен. Ты намерен отдохнуть. Сен дималмаксен. Дальше. Устау. Я точно подержал. Это прошедшее время очевидное. Мен устаганмен. Ты, оказывается, подержал. Это прошедшее время неочевидное. Сен устапсен. И то же самое суффиксы үп, эп, п, но поскольку заканчивается основа на гласную, то мы просто добавляем суффикс п. Сен устапсен. Я сейчас держу, вот прямо сейчас. Это настоящее время, сложная форма. Мен устап отерман. Дималу. То же самое. Ты точно отдохнул. Сен демалгансен. Я, оказывается, отдохнул. Мен демалыппен. Ты сейчас отдыхаешь. Сен демалып отерсен. Хорошо. И вот мы подошли к желательному наклонению глагола. Давайте посмотрим формулу. Местоимение в родительном падеже плюс основа глагола плюс суффиксы г, г, к, к плюс личное притяжательное окончание м, н и плюс килю как вспомогательный глагол. Местоимение в родительном падеже, давайте вспомним, это минен и это синен. Суффиксы г, г, к, к, конечно, работают по закону сингармонизма. С этим все понятно. А вот глагол килю в желательном наклонении
Он нам, как вспомогательный глагол, будет показывать время действия глагола. Давайте остановимся поподробнее. Кельде – это прошедшее время. Келеде – переходное время. И келеп-отер, келеп-тур, келеп-жур – это настоящее время. И обратите внимание, что в настоящем времени мы используем только 3 глагола. Отер, вспомогательных глагола, отер, тур и жур. Есть какие-нибудь мысли, почему только 3? Почему мы не можем использовать жатер, вспомогательный глагол? Молодцы! Мы не можем использовать келе-жатер, потому что это глагол исключения. Помните? Бара-жатер, келе-жатер, акиле-жатер и апара-жатер. 4 глагола исключения. И с глаголом вспомогательным жатер мы используем келе. Жатер идет. Поэтому в желательном наклонении вспомогательный глагол жатер мы не можем использовать. Теперь, как это проще запомнить? Мы с вами учили прошедшее время, легкое. Помним, там основа глагола плюс ды, дэ, ты, тэ и плюс личное окончание. Кель-де – прошедшее время. Личного окончания нет, но есть суффикс «де». Переходное время у нас идет основа глагола плюс суффиксы «а», «е» и краткое плюс личное окончание. Но вот здесь у нас келе-де. Есть этот суффикс «е», то есть это переходное время, будущее будет у нас. И келеп-отер, келеп-тур, келеп-жур – это прям классическая форма образования настоящего времени сложной формы. Вот таким образом мы и запомним. Значит, кель-де – прошедшее время, келеде – это переходное будущее время, келеп-отер, келеп-тур, келеп-жур – это настоящее время. И вспомогательный глагол жатер мы не используем. Давайте разбирать на примере. Беру – давать, дать. Менен, бергем кельде – я хотел дать. Разбираем. По формуле у нас сначала должно стоять местоимение в родительном падеже. Менен стоит. Дальше берем само слово, его основу, бер. Заканчивается на сонорную «р» и мягкое «е», поэтому будет суффикс «г». И личное притяжательное местоимение, окончание «м», то есть «менен бергем». И теперь определяем время, когда мы хотим это действие сделать. Или хотели, или будем хотеть. То есть я хотел дать, это прошедшее время, значит кельде. Менен бергем кельде. Я хотел дать. Менен саган баскемде бергем кельде. Попробуйте перевести предложение. Я хотел дать тебе головной убор. Синен атана орындыкты берген кельде. Попробуйте перевести. Да, ты своему дедушке хотел дать стул. Разбираем дальше. Алу – взять. Синен алгын келеды. Смотрим. Синен – местоимение в родительном падеже. И стоит келеды. Значит, это уже желательное наклонение. Плюс сам глагол алу идет основа, плюс суффикс г, поскольку л звонкая, вернее сонорная, и а твердая, и плюс личное притяжательное окончание н. Сенен алгын келеды. Ты захочешь взять. Келеды нам как раз показывает, что это будущее время. Сенен üstelden таза киярды алгын келеды.
Ты захочешь взять со стола чистый огурец. Üstелден – это у нас исходный падеж. Откуда? Менен әжемнен қызыл алманы алғым келеді. Я захочу взять у моей бабушки красное яблоко. Сату – продавать. Менен сатқым келеп отыр. Келеп отыр показывает, что это настоящее время. Я прямо сейчас хочу. Но что я хочу? Чтобы определить, кто это, мы смотрим по местоимению. Менен синен. Здесь менен значит я что-то хочу сейчас сделать. И смотрим. Сат, основа глагола сату, заканчивается на глухую твердую, поэтому добавляем к, сат, кым. И, конечно, личное притяжательное окончание м. Менен саткым келеп отыр. Я хочу продать. Попробуйте перевести такое предложение. Менен шкафты, және сөрене саткым келеп отыр. Правильно. Я хочу продать шкаф и полку. Синен таулы ауене саткан келеп отыр. Что у нас получилось? Ты хочешь продать горный воздух. Таулы мы с вами учили. Тау гора, таулы это прилагательные. Научились их образовывать. Ауе воздух. И получается, ты хочешь продать горный воздух. Давайте повторим еще, что мы можем со словом уста держать делать. Прошедшее время. Уста дым я держал. Уста сам. Если я подержу, это условное наклонение. И устагым кельде я хотел подержать прошедшее время. Устагым келеды я захочу подержать будущее время. Устагым келеп отыр я хочу держать. И если вы внимательны, вы должны заметить здесь ошибку. Одну, но очень важную. Я ее специально допустила. Правильно. Желательное наклонение должно обязательно стоять местоимение. То есть должно быть менен устагым кельде, менен устагым келеды и менен устагым келеп отыр. Демалу – отдыхать. И ты отдыхал. Демалдын. Если ты отдохнешь, демалсан. И опять у нас демалгын кельде. Ты хотел отдохнуть. Демалгын келет. Ты захочешь отдохнуть. И демалгын келеп отыр. Ты хочешь отдохнуть. Здесь тоже нужное местоимение сенен. Сенен демалгын кельде. Сенен демалгын келеды. И сенен демалгын келеп отыр. Хорошо. Запомнили. Я специально не поставила местоимение, чтобы это отложилось в памяти. Всегда ошибки, если их разбирают, они запоминаются лучше. Теперь подсказка 24. В разговорной речи иногда используют упрощенный вариант. Вместо глагола килю говорят бар или жег. Мы с вами еще ни разу не проходили отрицание. Мы это будем проходить. Поэтому вот здесь жег мы как раз его можем использовать как отрицание. Давайте разберем на примере. Сенен
театрга баргын келеп отыр. Да, ты хочешь пойти в театр. Синен ты, келеп отыр, настоящее время. Ну и дальше смотрим, что ты хочешь. Ты хочешь театрга баргын. Синен театрга баргын бар. Видите как? Вместо келю мы добавляем бар. То есть ты хочешь пойти в театр. У тебя есть такое желание пойти в театр. Менен саган кітапты бергем жок. Я тебе книгу не хочу давать. Давайте разбираться. Значит, келеп отыр, келеды, кельде. Это классическая формула желательного наклонения. Если это разговорный, можем добавить бар, положительное действие, или жог, отрицательное действие. Но во всех трех случаях мы обязательно должны поставить местоимение в родительном падеже. То есть синен, келеп отыр, синен, бар и менен, жог. И, конечно, обязательно мы должны поставить основной глагол по формуле основа плюс суффиксы г, г, к, к и плюс личное притяжательное окончание, либо м, либо н. То есть синен баргын келеп отыр, синен баргын бар, менен бергем жок. Понятно? Ну, давайте еще поразбираем на примере. Жинау собирать. Сенен бакта алмаларды, және алмуртарды жинағын келді. Ты хотел, кельде прошедшее время, ты хотел собрать в саду яблоки и груши. Менен катаптарымды мектепте жинағым жок. Я не хочу собирать в школе свои книги. Слово разбираем катаптарымды. Катап – книга. Дальше мы смотрим сколько. Катаптар – много. Дальше мы определяем чьи. Катаптарым мои книги. И далее идут падежные суффиксы, падежные окончания. Катаптарым ды мои книги. Друзья, я думаю, что на этом мы закончим первую часть 47-го урока. Слишком долго заниматься, вы потеряете внимание, вы потеряете желание заниматься. Поэтому лучше на следующей неделе мы рассмотрим вторую часть 47-го урока и продолжим разбирать желательное наклонение. На этом урок 47-й, часть 1 закончена. Есть вопросы, пишите в комментариях. Не забывайте подписываться на канал. Пока!